гимнастики. Именно здесь занимаются девочки от 5 до 16 лет, а также есть еще и отдельно взрослая секция. Прямо сейчас мы становимся свидетелями того, как юные дарования грациозно выполняют сложнейшие элементы на таком спортивном снаряжении, как пилон. Подробнее об этом и об этих тренировочках, и о том, чем занимаются здесь девочки, узнаем у тренера. Это Сарглана Васильевна. Сарглана, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Сарглана. Ну вот мы видим девочек сейчас, да? Это какой возраст у вас? Это у нас получается от 10 лет. От 10 лет, да? Вот как проходят ваши тренировки, да, и вообще для чего нужны занятия по пилонному спорту? Ну, мы начинаем с разминки обязательно. Главное отличие детских тренировок от взрослых, то, что мы больше времени уделяем общей физической подготовке. То есть у детей еще недостаточно сформирован мышечный корсет, поэтому это требует чуть больше внимания. То есть все-таки здесь сочетание нескольких, да, видов спортивных дисциплин. Это, ну, во-первых, конечно, гимнастика. Да, обязательно. То есть девочки должны приходить с определенной базой или можно начинать все с нуля? Можно начинать с нуля. То есть вот эти все шпагаты, да, растяжку, это все вы делаете здесь, ставите? Да. Ну, конечно, хорошо, если есть база, это вообще супер, но если нет, то тоже не страшно. Хорошо, ну и вот так вот они практически целый час, да? У нас проходит занятие 1,5 часа, минут 10 это разминка, потом минут 30 это общая физическая подготовка. Мы делим также на специальную подготовку, когда идет подкачка именно с пилоном. То есть это какие-то подтягивания у пилона, отжимания, приседания, все это делается. То есть он у вас как вспомогательный элемент в этом случае, да, выходит? Хорошо, ну и вот если смотреть на динамику, да, что приобретает ребенок там спустя, ну, допустим, месяц занятия? Обязательно выносливость, силу, гибкость, учится включать именно в работу необходимые мышцы, то есть где-то мы напрягаем ноги, где-то нам нужен пресс, где-то спина сильная. А что касаемо выносливости, ведь это действительно очень тяжело. Необходимы, ну, в первую очередь, конечно, сильные руки, Да. но и сильные ноги. Ноги обязательно, потому что если расслаблять ноги, то у нас корпус тоже начинается расслабляться, мы как бы начинаем падать с пилона. То есть говорят, что в основном руки работают, спина, но ноги тоже на самом деле. Тоже, да, задействованы? Да. Ну, а все-таки мы должны детей настраивать на то, что это все-таки спорт. Да, это спорт. Это спорт. Да, это не спорт. хобби, это не нет. удовольствие, Да. это конкретно спорт. Значит, нужны силы, Да. нужны определенные цели, задачи, и нужно их выполнять. Да, да? наша цель именно воспитывать спортсменов, готовить их массово к соревнованиям, чтобы они также выезжали в другие города, принимали участие. Поэтому да. Хотелось бы отметить, что занятием на пилоне занимаются и совсем маленькие девочки. Вот они, красавицы, им всего по 5 лет. И обратите внимание, как старшие девочки поддерживают и страхуют своих вот подружек. И посмотрите, у них все очень хорошо получается. Испытано на себе. Пилонный спорт, как отдельный вид спорта, в России развивается уже давно. Но для Якутска это совершенно новое направление физической активности. И давайте сейчас поговорим все-таки о взрослом пилонном спорте. И в этом нам поможет Ольга Николаевна. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте все-таки для начала поговорим, что это за снаряжение, да, и развеем немножко некие мифы про него. Потому что, наверное, ну, сложилось такое впечатление, что пилоны – это все-таки что-то там связанное с ночными клубами и так далее. На самом деле это спорт. Да, на самом деле это спорт. В прошлом году уже он вступил как спортивный вид. Уже отдельно открылись у нас федерации спортивные по всей России. И уже можно получать спортивные разряды, начиная с 3-го разряда до мастера спорта по пилонному спорту и воздушной акробатике. В связи с этим, значит, у нас открылся тоже
одна из федераций российской, в ходе которой мы проводим уже соревнования, проводим обучение детей и взрослых. Значит, я занимаюсь обучением взрослой группы. Данный вид спорта очень полезен для всего организма. И вот в сравнении с другими фитнесами, другими видами спорта, пилонный спорт самый лучший для подтяжки фигуры. То есть мы здесь развиваем полностью все суставы, то есть начиная и качаем руки, качаем спину, качаем пресс, качаем ноги. До каждого маленькой мышцы тела мы все полностью разрабатываем. То есть на нем можно заниматься до и свыше 100 килограмм он Да вы что, то выдерживает. есть 100 килограмм выдерживает вот Да, это? да. И девушки, которые свыше 100 килограмм, они спокойно занимаются, и никаких препятствий нет. То есть здесь вес немножко растворяется, или все-таки нужно понимать человеку, у кого все-таки избыток, да, веса, что все равно нужно будет себя держать? Или все-таки благодаря этому снаряжению немножечко как-то распределяется вес? Немножко распределяется, но в любом случае мы подводим подводящие упражнения, которые готовят все тело, готовят ноги, готовят спину к тому, чтобы залетать на пилоне. Прям залетать? Да. Хорошо. Значит, давайте немножко поговорим про снаряжение. Да, вот высота определенная какая-то? Стандартная? Высота бывает разная, значит, все зависит от высоты потолков. Здесь установлен пилон размером 3 метра 40 сантиметров. Я видела здесь, ваши девочки все время что-то подкручивают внизу. Что это? Да, значит, это у нас имеется два режима на пилоне. Это динамика и статика. Статика, когда он в неподвижном состоянии. Если мы убираем замочек, у нас пилон крутится. Это вот когда круговые, да, какие-то? Да, это большие? динамика уже. Это мы выполняем элементы в динамическом режиме. Но все-таки пилонный спорт, он тесно связан с акробатикой, да? То есть мы выполняем акробатические, грубо говоря. Это воздушная акробатика. Да. Так же, как и воздушные кольца, как и воздушные полотна, в том числе и пилон также относится к воздушным видам спорта. То есть все-таки гимнастика и растяжка здесь это как фундамент. Это фундамент. Фундамент. Поэтому всех девочек, которые приходят, мы в любом случае у них подводящие, и вся тренировка по ОФП идет в параллельной гимнастике. То есть растяжка обязательно. На шпагате сидят все здесь у вас? Да. И взрослые, и дети? И взрослые дети. Хорошо, Растяжку, спину, растяжение спины, грудного отдела, полностью все, не только шпагат, а растяжка всего тела идет. Какие-то противопоказания, если брать взрослую секцию? Противопоказания только по медицинским показаниям, которые действительно вообще ограничивают занятия любым видом спорта, не только пилоном. А в целом никаких противопоказаний нет. А в целом, дорогие друзья, это очень экономичный еще вид спорта, да, потому что, оплатил абонемент, купил себе маечки, шортики и, собственно, все. На этом все. Шест есть. Пилон есть. Пилон есть. Все, снаряжение есть. Приходите, занимайтесь. Вы приведете себя в очень хорошую спортивную форму, накачаете полностью все свое тело, сядете на шпагаты, растянете все мышцы грудные, спины. Поэтому добро пожаловать. Но главный вопрос, конечно, у многих, наверное, дам. Вы говорите, подтянется все тело. А потеряем килограмм-то лишнего? Конечно. Вы сразу же у нас похудеете. Минимум месяц. Занятий, и уже будет результат? Да, уже будет результат. Интересно. Ну что, я думаю, пришли мы сюда не просто так. Самое время попробовать на себе хотя бы самые примитивные, так сказать, упражнения на этом спортивном снаряжении, дабы показать и доказать всем, что с нуля можно все начать и в этой спортивной секции. Все, отлично. Так, Ольга Николаевна, показывайте. Встаете, но вы в лосинах у нас. Сможете? Скачусь, да? Вот так вот встаете, берете загиб. Но такое ощущение, что так можно было, как это называется, Ну, попробуйте. на дереве или в детстве как-то. Вот были же у нас в детском саду такие, как делаем так, вот так. Да. И что? Ой, мамочки. Носочек тянем. Тянем и... Здесь фиксируйте. А что может пойти не так здесь? Ручку одну под колено. Ага. Все. И делайте шаг назад. Шаг назад. Да. И Нет, назад. назад кручусь. Ой, мамочки, Все, крутитесь. Крутитесь. а тут руки-то надо Задняя держать нога у вас крепкие. прямо стоит. Господи,
Задняя нога стоит прямо и ложится потом на пилон она сама. Раз, два, три. Нет, вы знаете, это очень тяжело. Подождите, и руки катятся. Все-таки одежда, да, здесь примитивная? Все-таки одежда, вам нужны шорты. То есть мы видим, что все девочки в шортиках, да, потому что тело должно плотно прилегать, да? Да. Попробуем вот этот. Лаз обычный. Здесь Ставите что? ножку. Я опять скачусь? Да. Ну, Руки должны быть сильные, товарищи. В любом сильно случае давите руки. на ногу, как будто вы хотите ее выпрямить. Господи. Заднюю ножку отводите назад. И попробуйте повисеть. Получается. Только висеть и могу, видимо. Сверху повисели, сверху ножку ложите на пилон. Так, еще раз. Господи. Так. Зафиксируйтесь. Переводите Очень ножку. тяжело. Я даже не могу держаться, я вот просто соскальзываю вот так. Даже при всем. Это вы представляете, то есть это работа с собственным С телом, весом. весом, телом, конечно. Ужас Вы полностью будете контролировать и фиксировать тело. Через у месяц нас- уже? Уже, конечно. Уже через 2 недели вы будете на нем делать уже нормальные элементы, базовые. А вот девочки, вот примерно, вот, которые занимаются позади нас, они сколько сюда уже ходят? Такой результат потрясающий. Ну, они ходят уже в течение 5-6 месяцев. А, полгода, да, уже? Да, полгода. Поэтому, собственно, они уже будут принимать участие на ближайших соревнованиях. Да, конечно. Хорошо. А если все-таки мы приходим как любительскую секцию, да? Вы ставите вот какие-то дневники, любят вести тренера, да? Вот, допустим, было вначале так, потом стало так, потом так. Ну Ведете да, какой-то конечно. учет? У нас То есть девочки все при выполнении данных элементов, так как спорт все равно немножко необычный и сложный, в любом случае мы все записываем себя на видео. То есть мы записываем, смотрим, просматриваем, потом девочки отправляют, мы смотрим чистоту элементов, выполнение и так далее. Девочки сами видят уже свои ошибки. Через какое-то время, там через месяц, опять же, идет видеосъемка с элементов, крутки, связки. Там не просто один элемент, там идет набор элементов, которые девочка должна повторить и сделать уже так, как надо. Вопрос, а мальчики приходят к вам? Мальчиков пока нет. Пока нет, но возможно ли, чтобы мужчины пришли на занятия Да, пилоном? мужчины очень, у них очень хорошая физическая форма уже изначально. То есть у них сильнее руки, у них сильнее грудной отдел. Им проще работать на пилоне. То есть объявляем на всю республику, что первый мальчик Федерации пилонного спорта и воздушной гимнастики. Добро пожаловать! Вы станете здесь первым, понимаете? И единственным участником на соревнованиях, возможно, да? Сразу поедете на Дальний Восток, да? Как На минимум. Россию. Да, на Россию. Ну что, смотрите, в общем, если воздушное кольцо мне еще как-то хоть далось, то здесь, товарищи, ну вот так, мне, по крайней мере, ну, в связи с тем, что одежда не та, и вообще, вот вы же говорите, нужно прокачивать все тело. Очень сложно фиксировать себя на этом снаряжении. Руки должны быть крепкие, ноги должны быть крепкие. Ну, а еще Но это проще... я не хочу, чтобы вы пугали людей тоже Да. в этом случае. Это действительно ничего сложного. Просто действительно у вас неподходящая одежда немножко. А так бы у вас все получилось. Да? Да. И девочкам мы даем, уже у нас девочки приходят даже за 30, ближе к 40 годам. И у них все прекрасно получается. Они подтягивают все тело, они худеют, они потом становятся радостные. Это прилив эндорфинов. Поэтому очень советую всем женщинам заниматься пилонным спортом. Это не просто вот танцы там и так далее, какие-то развратные там. Это спортивное направление, которое действительно поможет вам и приведет вашу форму в идеальное состояние. Испытано на себе. Что попроще? Просто вот так крутиться? Да, Так хотя бы смогу? так. Так смогу. Так, ну-ка покажите, что, руки так, одну прямо, Мах другую. вот этой ножкой. Мах? Мах Вот так? небольшой, В да? сторону или туда? А отталкиваясь-то что? Отталкивайтесь и встаете вот в эту позу. Хоп. Носки тянем. Подождите. Так, еще раз понравилось что-то. Так, отталкиваясь этой ногой. Да. Замах маленький. Все, уже руки устали. На другую сторону попробуйте. Так, как здесь, так? Да. Ух, так, вы что-то все еще надо носочки тянуть, да? Еще Спину попробуйте держать. вот так, вот этот хват. Держитесь животиком, ноги отводите назад. Животиком, ноги назад.
Так. Животом прижалась и ноги. Выпрямленные, напряженные назад. Коленки прямые, носки тянем. Ой, мамочки, это Всё. очень тяжело. Здесь все потянулось. Ой, так, отлично. Ну, нравится. Вы знаете, чувствуешь себя вот реально опять, ну, каким-то артистом цирка, наверное, да? Вот ты ставишь перед собой цель туда добраться или вот здесь вот все сделать, и это как-то подзадоривает, можно так сказать, да, потому что хочется еще раз, и еще раз, и еще раз пробовать и пробовать, чтобы добиться результата. Очень тяжелый вид спорта, но я думаю, именно благодаря этому вот и будет тот результат, о котором говорит Ольга Николаевна, что все тело махом подтянется, потому что, ну, физическая нагрузка огромнейшая. Ну, а детям это вдвойне полезно, потому что весь мышечный корсет будет задействован и в тонусе. Задействован, да. И детям вообще очень полезно этим заниматься, так как она даже лучше в развитии, чем гимнастика даже. Вот так. То есть тут совокупность нескольких дисциплин, правильно? И гимнастика, и аэробика, Да. и фитнес, и, собственно, даже, наверное, какое-то позитивное такое мышление, потому что дети реально должны же все это запоминать, все эти комбинации, да, нужно мыслить, куда что поставить, Да, правильно? да. А иначе? Иначе будут травмы. Ну, а если говорить все-таки о травмах, да, ну, это, наверное, какие-то небольшие растяжения, а так серьезных травм ты здесь не получишь, да? Ну, в любом случае, мы все страхуемся. Это спорт, как и любой другой вид спорта. Так же, как и езда на велосипеде, так же, как и бег. Здесь это аналогия. То есть мы страхуемся, как спортсмены, а в принципе на моей истории никаких травм ни у кого не было, кроме растяжений. И то это Очень редко. Да, это очень редко по недосмотру, по неконтролю своего тела с самим учеником. То есть это тоже обязательно и очень важно, и разъясняется всем ученикам, девочкам, мальчикам и взрослым. Все, спасибо большое, Ольга Николаевна. Желаем вам все-таки таких успешных и по таких удачливых клиентов, замечательных любителей такого вида спорта. И, конечно, вы как спортсмен, наверное, желаете увидеть своих воспитанников Да, на конечно. пьедестале почета. С первым местом. С первым местом. На России. На России. Ну, все, чего мы вам и желаем. Спасибо большое. Испытано на себе. Занятия на воздушном кольце – это один из видов разновидностей воздушной гимнастики с элементами аэробики. И если раньше такое снаряжение мы могли видеть только в цирке, сегодня этим могут заниматься как дети, так и взрослые. И для этого не нужна специальная подготовка. Действительно, хотите сбросить вес – воздушное кольцо. Хотите получить растяжку – воздушное кольцо. Хотите просто подтянуть свое тело – тоже воздушное кольцо. Но о пользе этого снаряжения мы узнаем у тренера. Это Анна Владимировна. Здравствуйте. Здравствуйте. Анна Владимировна, расскажите, пожалуйста, вот вообще для кого показаны такие занятия и кто в большей степени ходит к вам? Ну, конечно, девочки приходят. Маленькие, от 7, от 6 лет даже приходят из детского сада. И вот наша самая старшая ученица моя, ну, из младшей группы, ей 13 лет. Но если мы говорим вообще о таком виде спорта, да, вы сами являетесь артисткой цирка, да? Да. Для вас этот элемент, он, наверное, такой один из основных, правильно? Да, я этим занимаюсь уже очень давно. Я выпускница Пекинского международного колледжа искусств. Работаю в цирке уже 11 лет, то есть я достаточно опытный артист и решила поделиться своим опытом. Меня пригласила Мария позаниматься с нашими девочками. Я с радостью согласилась. Ну, то есть нужно отметить, что здесь же занимаются не профессиональные спортсмены, да? Нет, нет. Допустим, ну если вдруг там после 30 захотела немножечко, ну, так, скорректировать свою фигуру, но, допустим, фитнес-залы уже поднадоели. В чем плюсы занятия именно на воздушном кольце? Ну, конечно, это развивает гибкость и все группы мышц. Ну, ко мне ходят взрослые женщины на индивидуальные занятия или групповые, до 5 человек. Я с ними занимаюсь. Ну, а здесь что? Ну, если совсем уж прям нет возможности, я не знаю, ну вот прочувствовать свое тело, думаешь, что ты уже, ну там, у тебя перевес, там, возможно все-таки с ним сработать? Думаю, да. Я с этим помогу. Да? Хорошо. И как часто занимаются ребятишки, допустим, если вот... 3 раза в неделю. 3 раза в неделю по Да. часу? Да. А взрослые? Взрослые тоже по часу, только 2 раза в неделю. Достаточно 2, да? Ну так, чисто для общей физической подготовки. Есть ли какие-то противопоказания для занятия на воздушном кольце?
Ну, для детей почти что нет. Все могут заниматься. А занятия на кольце очень увлекательные, потому что ты каждый раз пробуешь что-то новое и чувствуешь себя как артистом. Но мы все-таки спортсмены, и у нас есть определенная дисциплина, и мы стремимся, и когда у них получается, они очень радуются этому, что они стремятся именно к цели соревнований, например. Ну и у вас уже будут проводиться соревнования? Да, в апреле. ближайшее? Вот Аня у нас готовится к соревнованиям, и мы хотим показать вам Давайте. маленький кусочек из Хорошо. нашего выступления. Обязательно Давай. страхуете, да, девочка? Ну, в первое время, конечно. Но она почти выполняет все сама. А высота вот кольца, она тоже определенно должна висеть на высоте? Ну, на уровне рук. Вот так. Вытягивай колено. Вот эти элементы, да, она должна показать на соревнованиях. Да. Диаметр у нее самый маленький, так как у нее ростик маленький. А, то есть у каждого кольца есть разный Да, диаметр? да. У взрослых побольше, соответственно, да? Да. Обрывчик. Молодец. И на сход. Вот такая маленькая Молодец. связочка. Молодец. И сама довольная, такая счастливая, да, выполнила ей всё. очень нравится Очень заниматься. нравится. Но мы видим сейчас вот здесь и постарше же девочки, да, есть? Да. Но это все равно идет как дополнение к каким-то спортивным секциям, да, или как отдельная дисциплина идет? Ну да, например, Кристина у нас занимается и танцами, и занималась спортивной гимнастикой, то есть у нее есть база. И поэтому нам с ней очень легко заниматься, она очень быстро схватывает. Можем тоже кое-что показать. Давайте посмотрим. Давай ласточку с переворотом. И медленно. Молодец. И на сход. Вот такой элементик. Ну, кажется, что легко, на самом деле тут задействуют все группы мышц, и спина, и пресс, и руки, и ноги нужно держать. Вот действительно, так вроде посмотришь, ну что, перевернулась вроде, сделала такой небольшой сальто, ну что тут может быть сложного? На самом деле нет, да? Задействовано полностью все Да. тело. Да. А вот я прочитала в интернете о том, что с помощью занятия на воздушном кольце можно потерять в весе. Думаю, Правда ли да. это? Можно, да? Похудеть Ну, можно. это даже стимулирует тебя сбросить вес, потому что тебе нужно держать себя на руках. То есть будет тебе легче, да? И ты будешь стремиться к тому, чтобы немножко похудеть. То есть сбросить вес реально. Реально. Ну что, давайте все-таки попробуем испытать на себе вот это замечательное снаряжение, ведь проект наш называется «Испытано на себе». Конечно, у меня нет такой замечательной базы, как у этих прекрасных воспитанниц, но я думаю, что-то из этого да и выйдет. Анна Владимировна, я готова. Что нужно делать в самом начале? Ну вот новички что выполняют? Новички, конечно, учатся, как сесть в кольцо. Аня, давай покажем. Так. Нужно зацепиться под коленями, сделать мах и сесть в кольцо. Ну, просто для начала повисеть. Повисим на коленях. Аня, повисим. Я буду вас страховать. Висим, и все. И на сход. А в случае, если ты падаешь, вы учите падать, да, тоже или нет? Конечно. То есть бывают падения? Нет, пока не были. Так что не бойтесь, То давайте есть вы попробуем. хотите сказать, что это будет первое, да, падение? Так, я видела, вот так держалась. Ну, можно так, можно передним хватом, и обратно. Хорошо, а вот вопрос людям, у кого вот проблемы с давлением, потому что вот так вниз головой висеть же не каждый может. Ну, это не полезно, да. Это не полезно. То есть все-таки нужно понимать, что человек должен быть здоровым. Да. Так, хорошо, сделали. Дальше Так, надо повиснуть и зацепиться ногами вот сюда. повиснуть вот так. Да, на руках. Аня щас смотрит на меня, наверное. Поднимайте ножки, зацепляйтесь за кольцо. О, мамочки! Так, так, так. Все. Теперь отпускаем ручки и висим, я вас держу. Отлично! Класс! Смотри, Аня. Я почти такая же крутая, как ты. Можно Хорошо? сделать мах Куда? Как? корпусом вперед и О, мам. руками туда. О, Возьмите обратный хват, переверните ручки. Так. Так. и Подтягивайтесь. Почти. Все, есть. я почти цирковой артист, товарищи. Аккуратно. Дети мне аплодируют, значит, все было хорошо. Вот это первый такой элемент. Да. Так, ну что, делимся эмоциями. Вообще находиться на высоте – это что-то невероятное, потому что под тобой пустота,
Это вот, ну, прям как будто бы ты реально в цирке. Конечно, тяжеловато. Ощутила все на руках, да, на ногах. И думаю, если раз 10 так сделать, то прокачаешь и руки, и ноги, правильно? Да. Хорошо, теперь как отсюда выйти? Потихонечку скользите руками вниз, таз откидывайте назад. И все, потихоньку скользим, Ой, держимся ручками, ножки к себе, к себе, Так, к себе. да, Опля. и вниз. Все. Вуаля. Отлично! Отлично, мы справились. Ну, давайте еще одно упражнение из таких самых простых. Самых простых. Беремся ручками и открываем ножки в сторону. Давай Аня покажет, чтобы мне не упал микрофон. Хорошо. Разножку. Так, Анечка. Хоп. Думаю, у вас получится. Так, ну, если у тебя есть шпагат, то да, а если это не шпагат, то это выглядит вот так, да? Ну, сейчас посмотрим. Ручки вместе. Так. Корпус откидываете назад, открываете ножки в стороны. Я вам помогаю. Может, Аня еще раз покажет? О, реально нужно понимать, что такое координация. Да, Вот да. Здесь нужно думать. Это только кажется, что это так легко. Вот мне сейчас, я увидела это, но с первого раза опять восстановить, куда ноги откидываются, не могу. Так, Анечка, еще раз давай. Аня, давай помедленнее. Так. Смотрите, она откидывает корпус назад, поднимает ножки и делает разножечку в сторону. Как будто бы все понятно. Так, поехали. Так, Давайте делаю. ручки возьмем вместе, так Вот будет так удобнее. Да. Так. Корпус откидываем. Вот. О, мамочки. Есть. Открываем разножку. Носочки, колени. Держим. И на сход. Опля! Отлично. Анечка смеется надо мной, потому что, ну, наверное, очень смешно, когда взрослая тетенька ничего не может сделать. Да, Аня? Ане сколько лет? 8 лет. Анечка, ну ты молодец, конечно, умничка. Так, ну хорошо, и еще давайте третий. Мне кажется, третий освою. Что еще третий? Да? Давай разножку на руках вот так. Ножки закидывай и открывай. Прогнись, смотри в мат. И вы хотите сказать, что это делают новички у вас? Да. А я вот, кстати, прочитала в интернете, что, собственно, можно прийти с нулевыми результатами, и результат вот такого плана можно получить уже через 3-4 месяца занятий, да? Да, думаю, да. Да? То есть Ну, давайте попробуем. Нет, но сейчас-то это будет все коряво. А вообще, в идеале можно такую прям красивую такую позу получить уже через 3-4 месяца, правильно? Ну, мы нарабатываем гибкость, и будет смотреться в дальнейшем совсем по-другому. По-другому, да? Да. Так, хорошо. Так было? Так было. Потом? Переворачиваемся, ножки Куда? тянем опять к себе. А давайте, знаете, что сделаем? Давайте. Аня, иди сюда. Давай как скорпиончик, только просто прогибчик. Ножки закидывай, правую ногу закидывай на кольцо. Стоп. Все, прогибайся. Вот так. Так, Это будет полегче. Аня, смотри. Закидываем правую Не ножку на смейся раньше кольцо. времени, Аня, так. Правую ножку на кольцо, под колено. Да. Вот так? И вытягиваемся. Все. Красота. Коленочку. Вот. И носочки. Супер. 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 И так висеть надо сколько? Ну, немножко. Просто показать красивый элемент и Посмотрите на Аню. Ребенок счастлив. на сход. Все, можем спускаться потихоньку, аккуратно. Так. Опля. Отлично. Да, браво. Анна Владимировна, собственно, вот если все-таки говорить о детском, да, виде спорта на воздушном кольце, родители, возможно, сейчас задаются вопросом, да, в каком возрасте лучше прийти в этот вид спорта и, соответственно, ну, с какой целью? Обычно же люди выбирают секцию по желанию ребенка, да? Ну, допустим, говорят, ребенок гиперактивный, нужно футбол, чтобы бегал, там, Да. прыгал. Ребенок более усидчивый, нужен более спокойный вид спорта. Вот все-таки воздушное кольцо для кого? Ну, думаю, для девочек тоже активных, которые стремятся к красоте, потому что кольцо – это самый грациозный, на мой взгляд, вид спорта. Ну, то есть Если- будет все, да, и осанка, и Да. подтянутое Да. тело. То есть это все-таки про красоту мы говорим. Да. Спасибо вам большое. Мы желаем вам удачи Спасибо. в вашем таком нелегком труду. И, конечно, желаем, чтобы ваши звездочки, ваши воспитанники
занимали, конечно, призовые места не только в республиканских соревнованиях, но и на международном уровне. Спасибо. Ну и давайте еще раз полюбуемся красивыми выступлениями девочек на воздушном кольце. Испытано на себе. Носочки, коленочки. Смотри, молодец. И ножками цепляйся. Медленно. Вытягивай колени. Держи. Раз, два, три, четыре. И на сход. Умничка. Молодец. Кристина. Ну, покажем наш переворотик. И зацепом. Давай боком. Мгм. Переворот. И ногами цепляемся. Я тебя держу. Медленно. Молодец. Держи. И цепляем. Цепляем, цепляем, цепляем. Давай. Молодец. Ручки в сторону. И на сход. Умничка. Обрывчики, все дела твои любимые. Мгм. Мгм. Открывай поперечку. Про носочки не забывай, да? Молодец, переход. Найди, найди, найди. Давай. Вытягивай до конца. Умница. И держи, держи, держи. Обрывчик. Крепко возьмись. Молодец. Замочек держи. Умница. Кристина, что делаем? Давай затяжечку нашу покажем красиво. Ну, как Аня, только просто затяжку. А, нет, давай скорпиончик на одной ноге. Двумя ногами цепляйся. Мгм. Давай. Я тебя буду крутить. Пошла. Давай. Давай. Вытягивай колено. Молодец. До конца тяни еще. Отлично. И на сход. Через сторону. Ну ничего. Все? Испытано на себе. В рамках нашего проекта «Испытано на себе» я стараюсь всегда поговорить с ребятишками, потому что именно их эмоции – это главный показатель того, насколько интересна спортивная секция детям. Девочки, здравствуйте. Здравствуйте. Знакомьтесь, это Аня, ей 7 лет, и Кристина. Кристине 13 лет. Девочки, ну расскажите, как вы пришли в Федерацию по пилонному спорту и воздушной гимнастике? Это было очень необычно. Я лежала дома, вообще ничего не делала. И ко мне подошел папа, сказал, что его друзья выиграли сертификат на абонемент по пилонному спорту и предложил мне начать заниматься. Я, конечно же, согласилась, потому что я очень хотела в большой спорт как-нибудь сходить, потому что я давно не занималась большим спортом и хотела для себя попробовать что-то новое. То есть, а до этого у тебя был опыт спорта? Да, до этого у меня был опыт в спорте, я ходила на спортивную гимнастику, у меня был очень большой опыт, но из-за травмы мне пришлось бросить, из-за этого у меня был большой перерыв, и я хотела начать все заново. Анечка, как ты пришла? Я лежала на кровати, сидела в телефоне. Папе позвонили из гимнастики и сказали, что хотите вы прийти и показать, что вы умеете. Я согласилась, и мы поехали туда. А раньше ты занималась гимнастикой тоже? Да. Тоже занималась. Ну вот тогда вопрос все-таки к более старшему поколению, да? Кольцо. Вот насколько тяжело это? Вот на тебя сейчас смотрят многие подростки, да, и, возможно, кто-то захочет прийти, а кто-то, допустим, подумает об этом. Вот в чем ты считаешь основные плюсы занятия на таком снаряжении спортивном? Если есть растяжка, присутствует база, то сильно тяжело, не думаю, что будет, потому что если ты приходишь с нуля, конечно, нужно начинать все заново делать, развиваться в этом плане. А если с первого раза не получилось, то, конечно, ничего страшного, нужно начинать начинать это все делать, если тем более есть желание и хочется это делать дальше. Аня, а тебе больше всего что нравится?
Мне больше всего нравится гимнастика из-за того, что я с детства начинала это делать уже. А вот на кольце что больше всего нравится делать? Ласточку. Ласточку нравится делать. Ну что, девочки, удачи вам, успехов, занимайтесь дальше. И вот глядя на вас, прям видно, что занятия на воздушном кольце делают вот таких красавиц, да, вот посмотрите, какая осанка, какое красивое тело, ну и, конечно, потрясающее настроение, вы не сидите такие все грустные, да, уставшие, вам очень весело и улыбка на лице, спасибо вам большое, удачи вам. Спасибо вам. Испытано на себе. Федерация по пилонному спорту и воздушной гимнастике – одна из самых молодых в нашей республике. И подробнее о том, как появилась идея создания именно этой федерации, мы поговорим с президентом. Это Мария Валентиновна. Мария Валентиновна, здравствуйте. Здравствуйте, Даша. Вот как появилась идея вообще создания подобной федерации, потому что не каждый регион нашей России может похвастаться тем, что у них есть вот целая отдельная федерация, не секция, а федерация. Так, ну давайте скажем так, что у меня есть дочь Виолетта, она занимается роп-скиппингом, занималась, и в прошлом году я с ней поехала во всероссийское соревнование, и там впервые увидела в чемпионате пилонный спорт, как дети там занимаются. Чисто случайно зашла в зал, увидела, как там вообще спортсмены занимаются, как это все проходит, и была в шоке, была вообще воодушевлена. У нас же тоже дети такие гибкие, красивые, стройные, сильные, что и мы можем себе позволить вот такой вид спорта в нашем регионе. Приехала, сразу уже все начала суету, всех своих знакомых перебрала, нашла контакты с Полиной Волчек, и с ней все обговорила. Она, кстати, президент Федерации России, и благодаря ей вот все это движение началось. Консультируясь вместе с ней, мы уже начали поэтапно начать работу. Именно сначала открыли вот свою школу спортивно-хореографическую, и потом уже отдали документы на федерацию пилонного спорта и воздушной гимнастики. Я не жалею, вообще не жалею. На сегодня вот сколько примерно детей занимается в этой федерации? Так, детей у нас на данный момент групп, в общем групп 9, из них 2 взрослых группы и детские 7 получается. То есть люди очень охотно пошли, да, в этот вид спорта? Честно? Нет. Нет? Нет. Когда мы первый раз объявили набор, совсем мало человек пришло, человек 10 с копейкой. Потом вот сарафанное, видимо, радио пошло, и друг друга уже узнавая, потихоньку мы подтянулись к нам и дети, и взрослые. Но сегодня у вас вот активные, насыщенные дни, да, с утра до вечера на пилонах, здесь, значит, на кольцах крутятся ваши воспитанники, да? Да. Ну и мы знаем, что уже совсем скоро соревнования будут. Да, мы впервые решились в этом году, уже вот всего лишь полгода работаем, но решились провести свое региональное соревнование квалификационное, чтобы наши дети, которые здесь выступят, могли иметь шанс выступать уже на соревнованиях в Дальневосточном федеральном округе. Это у нас пройдет с 19-20 мая в этом году в городе Владивосток. То есть вот так вот, только открыли федерацию, только набрали воспитанников и уже сразу на соревнования на Дальний Восток. Скорее я вас удивлю, Даша, потому что мы в прошлом году подготовили в течение 2 месяцев, то есть мой тренер Сарклана Васильевна подготовила ребенка в течение 2 месяцев, и мы поехали на соревнования. То есть и такое возможно? Да, и такое возможно. Даша Мутовина у нас, она хоть и призовое место не заняла, но у нее после этого уже и мотивация больше, и трюки хорошо начали получаться, и вообще весь настрой на то, чтобы принять участие на соревнованиях. Ну, то есть, Мария, вы, глядя на вот этот результат, решили, что и тут здесь надо, да? Неважно, призовые места нет, но главное, это будет такой хороший трамплин для дальнейшего развития. Да, нам нужен такой толчок, не только для детей, и взрослые у нас будут принимать участие, что это очень радует. Хотя девушки не профессионалы в спорте, такие же начинающие, как и все остальные, скорее всего, но принять участие, показать себя и какой-то результат уже иметь, это очень хорошо. Это мотивирует, и к этому надо стремиться.
Но все-таки, если мы вернемся к нашим занятиям, да, вы занимаетесь в Чолбоне, да? Да. Это ваша единственная площадка. Да, на сегодняшний день единственное. Ну, мы в планах расширяться, в планах поставить уже 4-метровые пилоны, потому что на соревнованиях по требованию 4-метровые пилоны стоят, одна статика, одна динамика. И если мы не используем высоту всего пилона, у нас уже минус баллы будут. И, соответственно, как бы, если даже идеальный ребенок либо спортсмен выполняет всю программу, но из-за высоты мы не сможем как бы занять место. То есть вон сколько нюансов, да? Да. Вроде бы, ну, стоит пилон и стоит, да? А все-таки правильно называть это пилоном или шестом? В спорте пилоном. Пилоном. Да, шест это уже скорее и ассоциации, и как бы отсылка на эротический вид спорта. Не вид спорта, а на эротический вид. А это все-таки пилон. Называем правильно пилоном. Да. Хорошо. Ну и сегодня вот вы говорите, детишки, самый маленький это 5 лет, и самый взрослый возраст у вас сколько? Так, ну у нас так, с 5 лет женщины 40 плюс. 40 плюс? Да. То есть вы так и так же легко крутятся? Ну, стараемся. Ну, то есть больше у вас, конечно, желающих именно на пилоне, да, нежели на воздушном кольце? Да. На данный момент у нас пилонистов больше, чем воздушников. Вот так вот. То есть даже есть такая терминология – пилонисты и воздушники? Да. То есть сегодня я попыталась испытать себя и в роли пилониста, и в роли воздушника. И как мне показалось, воздушникам проще, пилонистам быть сложнее. Может быть. Ну и вот мы говорили сегодня с вашими тренерами, да, о том, для чего нужно заниматься это детям, взрослым, да, и какой эффект. Ну а если взять в целом, да, вот как вы видите развитие пилонного спорта, ну, от ближайший, допустим, год-два? Так, квалификационные соревнования, если мы будем уже сейчас проводить, то я вижу своих подопечных спортсменов уже с разрядами. На следующий год у нас обязательно должен быть место в региональном, общероссийских соревнованиях, не меньше. То есть вы все вот на соревнования, да? На соревнования, да, потому что это вид спорта, без соревнований Никак. спорта и есть как бы процесс весь на том, чтобы иметь результат в соревновании. Правда? Да, вот к этому и стремимся. Отлично. Ну что, мы желаем вам, конечно, добиться своих вот желаний, да, своих пожеланий, своих результатов. Ну и, конечно, дай бог Федерации пилонного спорта развиваться и прославлять нашу республику на всероссийских соревнованиях и на международном уровне. Спасибо большое. Испытано на себе. Итак, давайте подведем небольшие итоги. Ну что, пилонный спорт – это действительно спорт. И здесь важна физическая подготовка. Эти трюки, эти элементы выполнять достаточно сложно, но возможно. И как сказал нам тренер, главное попробовать. Поэтому я желаю всем женщинам обязательно хотя бы один раз вот прийти в подобную секцию спортивную и попробовать свои возможности. Ну и как нам сказал тренер, обязательно результат вы увидите уже через месяц. Что касается нашего воздушного кольца, то это, конечно, такой тоже очень интересный вид спорта. Мне показалось, что он намного проще. Но, по крайней мере, у меня получилось пару трюков, в отличие от пилона. Ну а вообще, дорогие друзья, мы не перестаем говорить вам, занимайтесь спортом, найдите свою дисциплину. А самое главное, не бросайте это дело, потому что результат требует времени. Берегите себя, до новых встреч, всего доброго.